Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 23 октября. Вклад Гирсана Кудалаева в дело развития осетинской культуры бесценен. Президент вручил орден дружбы поэту в честь 80-летия. Новый порядок приема граждан. Встречи президента с населением будут проводиться ежедневно. Со временем увлечение переросло в успешный бизнес. Расскажем о пасечнике из Давского района. За большие заслуги в развитии осетинской литературы и многолетнюю плодотворную творческую деятельность и в связи с 80-летием со дня рождения президент Анатолий Бибилов наградил видного представителя осетинской литературы, главного редактора журнала «Фидиева» Гирсана Кудалаева орденом дружбы. Подробности далее. Писатель, публицист, поэт, главный редактор журнала «Фидиева» Гирсан Кудалаев отметил свой 80-летний юбилей. Сегодня его с супругой принял президент Анатолий Бибилов. Глава государства высоко оценил деятельность Кудалаева в деле развития осетинской литературы. Бибилов выразил уверенность, что Гирсан Кудалаев еще не раз порадует читателя своим творчеством. Rarfadan kenon da jubilejt gij, a sterbuznag den zahon da kusset gij, dorchojdet gij. Nerre snafel a shorde fendagol festtev, fendagol shikos pakutten. Hier is sonnet gij. Hierom festivalet gij. Hierom kulturoit gij. Heit gij den a sterbuznag. Zonen ajo. Ausha stadavan, a sadarnisten, modam energi biraj, na modam sorozan. Birau, mas não já puxou bom tecido. Khajor de geita, zona na binont juder, o shotchinjina, do shrasujina. Mavi, ao khotter shvoya. Acho não donisken achar. Боговор кенет смоха. Гирсан Кудалаев является одним из известных представителей современной осетинской литературы. Его творческие достижения собраны в 18 книгах, выпущенных под авторством писателя. Кудалаев является кавалером ордена почета, а также лауреатом государственной премии имени Костахи Тагурова и национальной премии «Яблоко нартов». За многолетний труд в области осетинской литературы и в связи с юбилеем писателя Анатолий Бибилов наградил Кудалаева орденом дружбы. Роза Тедеева, Алим Бетеев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Очередной прием граждан состоялся у президента Анатолия Бибилова. Обращений от населения множество. Все они тщательно рассматриваются и решаются. Из-за большого количества желающих сегодняшнего дня прием граждан будет проводиться ежедневно. Жительница Южной Осетии Раиса Арсоева, у которой в августе 2008 года погиб муж, а дом был разрушен, обратилась с просьбой о восстановлении жилья к президенту республики Анатолию Бибилову. Президент, ознакомившись с просьбой Арсоевой в ходе приема граждан, обещал, что к восстановлению ее дома приступят в начале следующего года. В следующем году, я думаю, что где-то до мая, до апреля-мая ваш дом должен быть уже готов. У меня находится около 300 подобных вашему заявлению. В этом году нам удалось восстановить около 50 разрушенных домов, отметил Анатолий Бибилов. Несмотря на длительное время, прошедшее с войны, в республике еще много квартир и домов, которые требуют строительства или ремонта. Президент отметил, что даже при большом желании восстановить все это жилье за короткий период невозможно. Президент принял также жительницу Цхинвала Венеру Габараеву и ее дочь Фатиму Тедееву. Семья Тедеевых, состоящая из 7 человек, с 2008 года живет в полуразрушенном доме. Анатолий Бибилов дал поручение восстановить жилье в 2019 году. Еще один житель Цхинвала Виталий Санакоев, чей дом был полностью разрушен в августе 2008 года, попросил Бибилова вместо восстановления жилья выделить ему однокомнатную квартиру. И там на снос это
подлежит государственному домну занной. На низкую исто вот однокомнатную. Президент дал поручение подыскать Санакоеву квартиру. Из-за большого количества желающих побывать на приеме у президента, с сегодняшнего дня прием граждан будет проводиться ежедневно. Одни граждане приходят на прием в обход общественной приемной, а другие вынуждены долгое время ожидать своей очереди. Теперь каждый день Анатолий Бибилов будет принимать по несколько человек по заранее сформированным в общественной приемной спискам. Зарина Кочева, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Под председательством премьер-министра Эрика Пухаева прошло совещание по вопросам реализации инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2018-2019 годы. Эрик Пухаев поинтересовался у руководства ГУП «Водоканал», какие остались незавершенные работы по замене подземных коммуникаций. Было отмечено, что в городе им удалось завершить весь фронт работ. Председателю правительства также сообщили, что 5 столичных улиц готовы под асфальт. На некоторых в ближайшее время приступят к укладке дорожного полотна. Мероприятия по благоустройству улиц проходят согласно плану. На повестке дня по протоколу члены правительства обсудили еще 5 вопросов, касающиеся реализации инвестпрограммы. Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев с рабочим визитом посетил Итальянскую республику. В городе Рандаццо состоялась официальная церемония встречи Дмитрия Медоева с мэром города Франческо Сгрои. Мэр города Рандаццо поприветствовал гостя и выразил готовность заключить соглашение о сотрудничестве с городом Цхинвал. В свою очередь Дмитрий Медоев поблагодарил мэра за приглашение посетить город Рандаццо и за теплый душевный прием. Рассказал об истории и культуре Южной Осетии, о десятилетии признания независимости Южной Осетии и России, о перспективах дальнейшего развития. После завершения церемонии министр в сопровождении мэра посадил ореховое дерево, символ мира, на территории детского муниципального учреждения. В этот же день Медоев и Франческо совершили восхождение на гору Этна, где были подняты государственные флаги Южной Осетии и Италии. Продолжаем выпуск. В Ирсу-Алане с 18 по 19 октября текущего года состоялось совместное заседание координационных советов уполномоченных по правам ребенка Северокавказского и Южного федерального округов. Тема – развитие волонтерских организаций, опыт, проблемы и пути их решения. Она была выбрана не случайно, ведь именно 2018 год был объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным годом волонтера-добровольца. В рамках совместного заседания участники делились своим опытом. На заседании присутствовала полномочный представитель при администрации президента Республики Южная Осетия по правам ребенка Гульнара Кузаева. Она рассказала, что в скором времени будет создан детский общественный совет при уполномоченном при президенте по правам ребенка. По ее словам, совет будет играть показательную роль в развитии волонтерства в Республике Южная Осетия. Для нас полезен опыт российских коллег, поскольку наш институт уполномочен по правам ребенка еще достаточно молодой. Мы остались очень благодарны приглашению. В своем выступлении мы также отметили зарождающиеся черты волонтерства в нашей республике. Отметили то, что президент Анатолий Ильич Бибилов на Всероссийском слете волонтеров под названием «Добрая воля Кавказа» также отметил, что волонтерству нужно придать государственный уровень. А по большому счету помогать ближнему добровольно, без расчета на вознаграждение, это всегда было частью нашего менталитета. Со временем хобби переросло в небольшой, но весьма успешный бизнес. Наш соотечественник вначале занялся пчеловодством из интереса, а теперь уже на протяжении 10 лет увлечен любимым делом и останавливаться на достигнутом не собирается. Планами на будущее предприниматель поделился с нашим корреспондентом Анжелой Кукоевой. Удачный выбор района и конкретного участка для размещения пасеки в окружении богатых источников медоспора – одно из важнейших условий высокогорной продуктивности пчелиных семей, отмечает пчеловод селения Котан Тудзавского района Олег Бязаров. Пчеловодством Олег занимается на протяжении 10 лет. Уля сделал он своими руками. Потом закупил пчел. Пока у него небольшая пасека, имеет около 70 пчелиных семей. Первое время Олег разводил пчел на досуге. Со временем хобби переросло в небольшой, но весьма успешный бизнес.
Я всегда покупал мед для своей семьи. Потом у меня возникла идея купить для начала 4 рамы с расплодом, чтобы у меня был натуральный мед. К пчеловодству я отнесся очень серьезно, и постепенно я увеличиваю количество улей. В планах у пчеловода закупить еще пчел. Именно для этого он взял 5% кредит на льготных условиях в размере 400 тысяч рублей у государства на 3 года в рамках закона о льготном кредитовании малого предпринимательства в Южной Осетии. В силу небольшого дохода от моего бизнеса выплачиваемый доход государству за первый год получится небольшим, до 2000 в месяц. В следующем году, в зависимости от рентабельности бизнеса, процент дохода государству будет увеличен. Цветение разных видов цветов в этой местности обеспечивает непрерывный медоспор пчелам с ранней весны до осени. Высокогорный натуральный мед Олег Бязаров реализует пока на территории Южной Осетии, но в дальнейшем мед из Котанто поступит и на рынки за пределами республики. Я хочу в дальнейшем экспортировать свой продукт, чтобы все знали, какой в Южной Осетии вкусный мед. К этому нужно отнестись серьезно, чтобы на таможне не возникали проблемы. На российском рынке много абхазского меда, он тоже натуральный, но по вкусовым качествам наш мед не уступает. При правильном уходе за пчелиным хозяйством он способен принести доход своему владельцу. В последние годы в нашей республике растет интерес населения к пчеловодству, как одному из наиболее перспективных. И весомый вклад в деле расширения и развития фермерского хозяйства Олега Бязарова внесет государственная поддержка. Анжела Кокоева, Арсен Гасев. Информационный выпуск сегодня. В нашем заключительном материале речь пойдет также об энтузиасте, любящем свою профессию и преданном ей. Житель села Тбет в работе по дереву стал настоящим мастером. Анатолий Гаглоев изготавливает практически все виды мебели, а недавно удалось смастерить роликовый массажный тренажер. С хозяином умелых рук встретилась Эльвира Тибилова. Почти 10 лет житель села Тбет Цхинвальского района Анатолий Гаглоев осуществляет свою деятельность по работе с деревом. За это время его изделия уже успели приобрести популярность не только среди рядовых жителей республики, но и среди мастеров. Кровати, шкафы, столы и стулья, лавочки, кухонная утварь – все подвластно рукам Анатолия Гаглоева. Его новым детищем стал роликовый массажный тренажер для спины, сделанный из прочного бука. Делаю лавочки и многое другое. Заказов бывает много. Часто заказывают изготовление остинских традиционных столов и стульев. Анатолий увлекся работой с деревом еще в детстве, наблюдая за работой своего отца. Первыми его работами стали игрушки и поделки, которые он изготавливал для родственников и друзей. Заниматься серьезно столярным делом мастер решил после войны 2008 года. Продал имущество во Владикавказе, приобрел на деньги небольшую землю, закупил строительные материалы и оборудовал цех. Со временем мастер приобрел несколько станков и необходимые для работы инструменты. На свои средства я приобрел несколько станков, несколько раз обращался в правительство за поддержкой. И, наконец, моя просьба была рассмотрена. Президент знал о моих затруднениях не понаслышке. И я рад, что в числе многих он дал мне возможность для реализации моего проекта. На сегодняшний день в мастерском цеху столяра находится почти все необходимое оборудование для работы, за исключением сушилки для древесины. Для ее закупки необходима довольно большая сумма, и столяр решил обратиться за помощью к государству. Он предоставил перечень документов по расширению своего дела и после прохождения всех проверок получил одобрение Государственного фонда поддержки субъектов малого предпринимательства, занимающимся рассмотрением бизнес-проектов. Предпринимателю были выделены финансовые средства в размере 972 тысяч рублей. Выделенные средства станут хорошим подспорьем для расширения мастерского цеха, отмечает Анатолий Гаглоев. Современные сушилки очень хорошие. Приобретение такого станка поможет мне в дальнейшей работе. Планирую расширить площадь мастерской и приобрести 2 новых станка. Столяр работает с разными породами дерева. Материал в основном закупают в Заузском районе. Мастер с одинаковым интересом борется за любой заказ. В работе ему помогают сын и брат. В основном он работает с частными заказами. Но недавно ему была поручена работа по изготовлению 50 стульев для исправительной колонии Цхинвала. Более 2 лет он также трудится над изготовлением декораций Госдрамтеатра. В новом здании театра, отмечает мастер, были созданы все условия для плодотворной работы. Анатолий Гаглоев уверен в рентабельности столярного дела, будь то резьба по дереву или изготовление мебели и утвари. При условии увеличения численности заказов и объема работ мастер планирует привлечь к работе и новых помощников. Эльвира Тибилова, Александр Кокоев. Информационный выпуск сегодня.
Далее узнаем прогноз погоды на завтра, 24 октября. В Знаурском районе переменная облачность, дождь, днем плюс 17, ночью плюс 9. В Цауском районе переменная облачность, дождь, днем плюс 17, ночью плюс 9. В городе Квайса также переменная облачность, дождь, днем 14 градусов тепла, ночью плюс 7. В Лениногорском районе республики переменная облачность, днем плюс 18, ночью плюс 10. В столице республики в Цхинвале переменная облачность, небольшой дождь, днем 18 градусов тепла, ночью плюс 10. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.